Он снимает уже, наверное. Ой, добрый день, дорогие подписчики. Это влог. Решил снимать влог. Сейчас вторник. И поехали. Так, ненаглядные мои, хорошие мои подписчики. Посмотрел я свои видосики, теплом что ли отдала после просмотра влогов и решил, дай-ка я поснимаю влоги. Это Кира, анимешник, мой оператор был. Нет, если серьезно, все, давайте попробуем неделю влогов поснимать. Посмотрим, что из этого получится, как я вообще буду это успевать. А сейчас иду в больницу с пальцем, с изолентой. Мальчик позавидует вашему оригинальному решению. Чего? Чего? На японском опять что-то там говорит. Вуаля! Это наш новый клуб. Клуб, или как он называется? КДЦ, культурно-развлекательный центр. И я там был уже, записывал видосики. Это я в новом шаарканском клубе. Бэйба. Голова на голову, на глоба, нигеры, голова на голову, габари. Вы глобари, ты Слава Марлов. Слава, что ты сделал? Кого ты превратился, Слава? Офигеть. Дыч? Просто охренеть. В этом году встречайте новый блокбастер. Подписчики. Оставил ребенка в художке, сам пошел в больницу. Ну вот, я практически дошел до больницы. Пойдем, запишемся к хирургу, встанем в очередь. К хирургу. Фотокорреспондент Амра. Видеоблог снимать тишко. Шукидан Расман. Оста мески. Хирург на последний. Паркамеш. Как фамилия? Едыгаров. Моя снимать совет код. Видеоблог. Едыгаров кто? Илья. Вошалос. Все? Все? Можно идти. Побачим. Пожалуйста. До свидания. Іван, вони ти коня заживать тон вирос, примерно. Через 2-3 дня уже Бум! Все. Швы сняли. Сказали, все, вылечиться через 2-3 дня. По итогу оказалось вообще ничего страшного. Просто маленьким скальпелем так отрезали. Нитки и сразу выдернули. Вообще не больно было. Укол ставили больнее. А сейчас потихоньку буду идти на работу. Может, зайду в парикмахерскую. Надо что-то на голове с этим сделать. В общем, сходил в больницу, достал все швы, 2 шва, постригся. А сейчас иду на работу в столярку. У меня такой интересный блог, потому что все по пунктам. Больница, парикмахерская, работа, дом. Мы вот так и живем. Блин, так непривычно снимать, потому что и оборачиваются прохожие, машины останавливаются. Я такой иду просто и думаю, и чувствую себя кинозвездой какого-то сериала. Капец. Очень непривычно. Очень. Давайте я насчет музыки поговорю, которую я сейчас слушаю. Она прям кайфовая. Называется Лаве. Поет вроде как 104 и кто-то там еще. Ну вот тут вот название выскочит. Вот, послушайте. Вот, кстати, более подробно, для кого не знает, где моя столярка, наша столярка. Вот вы
видите новый клуб. И прям за ним тут бардак, да, стройка. Вон там вот моя столярка. Тут находится металл. По металлу работаем. Следующий цех по дереву. А тут, я надеюсь, летом сделают дорогу, чтобы прямо вот здесь вот можно было ехать в столярку. А то приходится вот там где-то вот там вот ехать и потом вот там вот приехать. А там дорога вообще кошмар. Там стоит КамАЗ. Сейчас приближу. Видите КамАЗ? Походу надо грузить будет сейчас доски на сушку. Всем здравствуйте! Сегодня мы, потому что ветрено, делаем генеральную уборку. Все продуваем. Все, абсолютно все стены. Чтобы было красиво и приятно работать. Вот тут дверь открыли. Большую дверь. И еще сейчас покажу с обратной стороны. Ветер-то сильный и пыль продувает. И вот тут вот открыли еще. У нас создался сквозняк. Пыль мы сдули. А сейчас с Аркадичем продолжаем уже подметать, все убирать. И что это? Аркадий стесняется. В общем, продолжаем уборку. После снятия колевки остаются сколы, и их надо зашпаклевать. А потом заняться шлифовкой, чем я сейчас, собственно, и занимаюсь. В общем, вот эту плоскость можно шлифовать эксцентриковой машиной, а вот края все равно приходится дошлифовывать, чтобы они были гладкие. Первая часть готова. Чуть по-другому сделал. Обычно я все части сразу склеивал, а сейчас решил вот так вот попробовать. Я все закончил, вам, наверное, ничего не видно, потому что обычно в такое время, часа в 9, в 10 я возвращаюсь домой с работы. Сейчас попробую найти место, как-то свет включу с телефона и буду так разговаривать. Хотел поговорить насчет влога. В общем, на сегодня у меня работа закончилась, и завтра намечается установка скамейки. С установкой еще пока сложнее, но надо учиться. Еще пару слов о блоге хотел сказать. Не знаю, во что это выльется, но хочу просто попробовать снимать. Это тяжело. У меня есть такое, когда я вот этой штуки вот боюсь. Не то что боюсь, а как-то стрёмно разговаривать с камерой. Я смотрю многих видеоблогеров. В частности, мне нравится Денис Кукаяка с Хлеба. Он опять начал вести блоги, прям вау. Кейси Нейстат, это уже американский видеоблогер. Смотрел еще Баланева, вроде Игорь его зовут, Игорь Баланев. Но мы по-деревенски попробуем снимать на вот эту вот Sony камеру, которая мне абсолютно не нравится. Но как-то я еще снимаю на него. Вот у начальника есть экшн камера. Если я найду адаптер, попробую на него снять один день, а может неделю поснимать на нее. А, еще и про блог. Тут просто будет мини-сериал такой, где я снимаю себя
жизнь столяра, битбоксера, художника, не знаю, во что это выльется, еще посмотрим. Но я очень надеюсь, что это выльется во что. Я просто по-человечески, с добротой и как есть, короче, как есть, вот. А сейчас отправляемся домой. Смотрю сейчас сериал с Netflix, новый, который называется «Тень и кость». Все, посмотрим сериальчик. Let's go in home. Хотел еще сказать, знаете что? Живу я у начальства. Не обращайте внимания, если в кадре будут бегать дети или еще что-то подобное. Итак, прямое подключение с цеха. Опять много работы навалило, неожиданной. Привезли вот фанеру, тут фанера, вот здесь фанера и вот здесь вот фанера. И это все идет на детские городки. Конечно, края вырезаны не знаю на чем, походу на лобзике, и остались такие рваные края. Вот тут вот. И это капец прямо, но... Заказчик сказал, от нас требуется только снятие колевки, шлифовка, шпаклевка, покраска и все. Капец, короче. Работать с таким материалом очень не очень. На установку я съездил один, первый раз. Доверили мне и вроде бы все нормально. Привет с другого цеха. Собираю сейчас скамейки для шаркана. Одну уже собрал, вот. Это одна. Вторая еще вон там. Так, надо быстренько бегом сделать вторую. Вот такая красота будет уже на шарканских улицах, на шарканской земле. А сейчас где-то уже 8 часов, наверное. Сейчас еще пропущу фанеру, сниму колевку, вот уже снял. Видите, она полукруглая стала, более-менее нормально. А вот тут вот фанера, еще не пройдена колевка. Где бывают сколы, надо шпаклевать. Вот тут это все шлифануть придется. Чернение тоже оставлять, выгорание такое ни в коем случае нельзя. В покраску это может повлиять. Еще тут уже Аркадьич делает крупный заказ в Ижевске. Это очень прикольно, потому что это стул-стремянка. Вот. Видите, вот такие стремянки. Пока заказали штук 40. 40 штук, офигеть, у нас весь материал почти уйдет на эти стулья, стремянки. Если все это получится, то в последующем закажут штук 200, и там денег выйдет прям нормально. Что еще хотел сказать? У меня не получается полноценно все снимать, все так рывками, иногда заканчивается зарядка. Как хочется, пока не получается. Ну, прикол в том, что хотел я записать, допустим, видеодорожку, а поверх нее записывать аудио. Удачно переустановил винду, и все слетело, и надо еще с этим вопросом разобраться. Как-то это надо все делать. Капец. И еще хотел поговорить по поводу денег. Всю работу, которую я выполняю в столярке, тут у меня идет процент от заказов. Не скажу какой, но есть процент. Плюс есть процент от своих клиентов, от заказчиков, допустим, которые ко мне обращаются. Там уже повыше, поэтому не прошу вас, но если хотите что-то из дерева заказать, можете обращаться прям ко мне, либо напрямую в столярку Sharkwood. Не стесняйтесь, обращайтесь, если что-то, какое-то изделие вам нужно из дерева. Деньги, которые я получаю, я уже некоторое количество откладываю сразу на квартплату, на еду уходит. Но почему я заговорил про деньги? Я загорелся очень сильно желанием таким собрать нормальный себе комп. Надеюсь, зарплату я буду удачно туда сливать. Это, оказывается, очень шикарная вещь. Почему-то я пропустил это время сборки компьютеров и их составляющих, а сейчас прям очень интересно. Хочу прям туда вложить, чтобы у меня был комп, на котором я могу играть, на котором я могу монтировать, на котором я могу работать, стримить, возможно. Ладно, погнали работать дальше.
Так, ребят, всем привет, всем салют. Опять прямое подключение прямо со столярки. Сегодня после того, как проснулся, сразу сходили на пилораму, загрузили новые доски, новую партию. Они не сухие, но у нас самое главное, что есть столярки, я считаю, да и вообще у нас есть собственная вакуумная сушилка. И что очень хорошо, там рядом вот пилорама, а вот тут вот у нас уже сушилка. И от самой столярки вообще недалеко. И это очень-очень хорошо. Сейчас не про это. Сейчас речь про то, что меня позвали в новый клуб. Опять же, утром быстренько позвонили. В детском доме творчества есть звукач, и они переезжают и строят студию звукозаписи свою. Вот. И надо посмотреть в новом ДК, из чего обшит вся эта студия звукозаписи, и сказать тому человеку из ДДТ, какой материал используется в обшивке. Вот, сейчас иду на студию, также вам покажу новый клуб. Студия просто кайфовая. Я хочу, может, договориться туда сходить, записывать песни. У меня есть пару демок, которые просто так лежат и никак не мог их записать. Если друг, который работает в студии, согласится записать, то я бы с удовольствием записывал там песни. Так что погнали. Алло, Гоша? Да, я подошел. Ты во влоге? Да иди пока. Ага. Здравствуйте. А бахил у вас есть? Ходи тихо, идет запись. Давай, рассказывай. Из чего тут сделано? Панельки эти. Блин, а наверх-то никак не забраться. Стружечная плита. Поменьше которая. Ладно, все что ли? Ладно, давай. До свидания. В клубе идет вовсю репетиция, так что быстренько только посмотрели и все. Гоша тоже вообще занят. Праздники, наверное, не получится прийти в ближайшее время. Ну, хотя работаю я-то вообще недалеко. Можно и, в принципе, созвониться и сходить. Так что это очень большой плюс. Я уже в этой студии битбоксил. Офигеть круто. У меня такие эмоции постоянно, когда на студии звукозаписи ходишь, там микрофоны все вот эти. Прям бомба. Супер топ. А сейчас срочно надо позвонить товарищу из ДДТ. Алло, здорово. Все, я посмотрел. Ты ВКонтакте есть? Сейчас я постараюсь найти эту стружку и скинуть ВКонтакте точное название. Пулей прям. Пулей смотался туда и обратно. Вот. Почему я постоянно повторяю вот. Дальше, сейчас. Ладно, давайте обратно в столярку работать и искать этот панели. Ну что ж, иду я домой. Приехал в деревню. Камера быстро садится, поэтому снимаю на телефон. Выходные, Пасха и чуть-чуть поработаю дома. Прошло некоторое время, она все еще не угомонится. Пойду хлеб отнесу, чтоб перестал. Айда, все, айда. Айда, все, айда, бля. Месси. Си. Си, давай, си, иди. Массажист. Доброе светлое утро Пасхи. Воскресенье. Пика, уйди. Карсе. Через прогулку. Христос воскресе, Христос воскресе, Христос воскресе. Христос воскресе, Христос воскресе, Христос воскресе. Здорово. Сходил я к бабушке в гости в честь Светлой Пасхи. Еле убежал. Нельзя так просто взять и убежать от бабушки, не покушав. Блин, так наелся. Как обычно в праздники хожу к бабушке повидаться. Просто сидим, разговариваем о здоровье, о родственниках, о делах. И так сидишь, пообщаешься чуть-чуть, посмотришь на бабушку, вспомнишь некоторое время. Просто посидишь, поговоришь и уже полегче становится. Иду в Гандырбай с Карсашура,
3 километра. Когда-то это было изи, когда я был спортсменом, еще это было легко, но и сейчас, в принципе, не очень далеко. Могу хотя бы с вами обсуждать пару тем. Вот. Если, конечно, ветер не помешает. Вот, кстати, палец. Палец вроде рабочий, нормально, но пока на гитаре не могу играть. Это самое стрёмное из всего то, что есть. На станках уже попривычнее работать. Так что это будет для меня уроком, что с стамеской надо аккуратнее работать. Когда вот здесь вот задеваю чуть-чуть пальцем внизу, чувствуется прям нерв, как по всему пальцу идет. Это не очень пока приятно. Так, может, сейчас пройду чуть-чуть и найду тему для разговора. Не отключайтесь. Снова подключаюсь к вам. Гусар тут. Солнце светит, птички поют. В деревне просто красота. Я в Инстаграме сказал, что деревня — это мое место силы, и так и есть. Тут почти все места я знаю. И тут каждое место что-то означает. Вот там, допустим, мы в детстве делали костер и вечером сидели, пели под гитару песни, жарили шашлыки. Тут я собирал сено, тут я собирал грибы везде, на посадке тоже. Сейчас машина проедет. Вот. Но молоко все равно возят. И это прикольно на самом деле. Обычно я сюда приезжаю, и у меня интернета особо нет. И тут обычно я читаю книги, поностальгировать можно, но и очень серьезные вопросы решаются. Тут есть два выхода: либо убежать от них, либо уже допрыгнуть через это, четко сделать свой путь, куда ты движешься. Но с родителями пока очень сложно, так скажем. На самом деле родители у меня хорошие. Вот мама, папа, вот их фотография в молодости. Вот это я в детстве. Как обычно, я приезжаю в деревню, и у меня отец любит пить. Это все, что я скажу. А мама работает учителем в школе. А я как будто все еще хожу с камерой, снимаю что-то и... Блин, так то ли... Если себя взглянуть со стороны, не знаю, то ли тошно становится, то ли еще что-то. Какая-то фигня как будто случилась. И я в одно мгновение вот так вот щелчок случился, и я завис на одном месте, а все остальные рванули к мечтам своим, кто-то уже женится, а я еще все хожу такой весь, спокойно смеюсь. Или это как корабль без парусов в открытом море. Если взглянуть на все это, то так не делаются дела на самом деле. Все, что я сказал, это абсолютная фигня сейчас, потому что главное все-таки действовать. Поэтому слушайте, лучше, если у вас уже есть идея, ставьте стену перед другими людьми и действуйте. Никого не слушайте, просто действуйте сами, как хотите. Действуйте. Хочешь ты этого? Хочешь — и делай. Гондырвай. Лох. Еще знаете, что хотел сказать? Да, я буду иногда говорить вот такие вот мотивационные слова, и блог у меня выходит иногда очень много разговоров и совсем не динамичный влог. Так, ребята, это мой первый влог за последние много-много лет, даже месяцев, и поэтому не знаю, каким он выйдет, но мне важна ваша поддержка и ваши комментарии по этому поводу. Может показаться этот влог слабым, но в дальнейшем я буду стараться делать динамичнее. И да, что я говорю, в общем, влог выйдет как выйдет, а в дальнейшем я постараюсь его улучшать. И возможно я наберу огромную кучу, миллиардную кучу подписчиков и прославлю свою деревню, свое село. И все такие: вау,
Нифига он круто может. Буду рекламировать Простоквашу, Head and Shoulders и другие штуки. А вон, видите, Игорь работает. Или дедушка с Игорем работает вон там. Да, Игорек работает. С ним вот я иногда отправляю товары в Ижевск. Сейчас вам покажу свою собаку Молли. Она хочет вам кое-что сказать. Молля! Она говорит: вау-вау-вау, подписывайтесь, вау-вау-вау на канал, сделайте красную кнопку серой, и тогда вам будет счастье. Я уверен, я прям уверен, что она так и сказала. Пика-пика. Пика-пика. Боб Марли. One Love. Любовь спасет мир, чувак. Всем привет! С вами Илья А4. Всем привет! С вами я, Илья из деревки. И сейчас мы пойдем кормить животину. Это очень интересный влог. Серой. И все. Ну что вы кричите? Что вы кричите? Для этого нам потребуется вот такое вот зерно. Просто берем вот чуть-чуть. Это чуть-чуть. И прям на землю вот так вот выкидываем. И все. Первую скотину покормили. Теперь надо кормить крупнорогатый скот. Тут вот измоленная мука. Раз туда муку, потом с водой ее смешиваем и идем отдавать моим красавцам и красавицам. Вот, я пошел, а вы пока посмотрите на куриц. Илья из деревки. Йоу-йоу, камон. Сейчас я вам покажу наших животных. Ах, неприятная новость. Я наступил прям на мину твою. Уйди. Это бык. Бучара, Гербер. Вот это уже большая корова. Она беременная. И теленок у нее должен быть, да? Это у нас Августа. Августинка. Августина, привет. Ну-ка, не целуй подписчиков. Сейчас с другой стороны уже покажу Ямайку. Она у нас тоже уже выросла. Рога, правда, у нее как у козленка какого-то. Ямайка. Ямайка. Привет. Эту животину сейчас мне надо напоить сначала, а потом накормить. Чем я сейчас и займусь. Так, напоить вроде напоил. Сейчас... Это гайд для тех, кто ни разу не убирал фекалии. Лопата совковая, руки и все. Какой же все-таки полезный влог я снимаю. Так, теперь надо накидать им сено каждому. И поднимаемся. Всем наложили по сену. Теперь надо их отпускать. Первая у нас идет Ямайка. Welcome to Jamrock. Блин, ну как козленок реально. Августина, давай. Пошла беременная. Ну и братана тоже надо выпускать. Гербер, только тихо выходи, пожалуйста. Давай иди. Тихонько, не гони. Жуйте, глотайте. Вот так как-то. Блин, рука в говне. Одна неприятная штука есть с этой камерой. То, что нет поворотного экрана. И я покушал, попил чай. Сейчас вышел на улицу, чтобы... покрасить парник. Ну, такое покрытие, знаете, бюджетное покрытие для деревни в самый раз. Чтобы теплица это стояла еще года 3 или 4. Сходить, что ли, на пилораму, посмотреть,
Что у нас там на пилораме творится? Вуаля! Здорово! Христос воскресе! Давайте прогуляемся на пилораму, посмотрим, что там, как там, кто там, где там. Вот это наша старая пилорама, мастерская, можно так сказать. Есть видео, где я первый раз прыгаю от стены сальто, как раз вот этой пилорамы. Вот, это та самая пилорама, только с другой стороны. А от моего дома она совсем недалеко. А вот тут ленточно-пильный станок для пилорамы как раз. А дерево стоит. И вот там еще уже синевой покрытые доски. Работая в столярке, смотреть на синеву уже не очень приятно. Это доска, которая уже начала гнить. И с такой доской мы обычно не стараемся работать. Пойдем с пилорамы домой. Красить парник. Подснежники выросли уже. В детстве с другом тут по полю бегали, играли. А потом, чтобы нас не наругали за то, что топчем огород и все такое, мы, в общем-то, собирали эти подснежники и потом приносили домой маму. Они так радовались и уже не так сильно ругались. Так. Не хватило. Смотрится неплохо. Надо будет еще 2 банки или 1 большую купить.